Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас, так сказать, лекция о заселении Якутии. Первоначальное заселение нашей Родины произошло по современным данным нашим. Самый ранний этап, документально подтвержденный, это 300-250 тысяч лет назад. Это основывается на раскопках раннепалеолитического памятника Дерин-Кюрях. Многие, наверное, слышали об этом памятнике. Находится он, в 140 километрах от Якутска, напротив села Булгунихтах. Здесь на вершине горы, так скажем, по-народному, находится величайшая и древнейшая стоянка, найденная в Якутии, Дерин-Кюрях. Здесь в результате наших многолетних работ, начиная с 1982 года, найдены изделия человека, который жил, как я уже сказал, примерно 300 тысяч лет назад, как выяснилось сейчас. По своему общему облику эти орудия напоминают одни из самых древних орудий на Земле, изделия Африки, Ближнего Востока, и, в общем, далеко-далеко находящихся от нас южных памятников. Найдено очень большое количество, порядка 5000 изделий, которые технологически относятся к самой ранней фазе палеолита. К сожалению, это место было много раз переотложено, вероятно. Поэтому остались, конечно, у нас только каменные изделия. Деревянных изделий нет, костяных изделий нет, и самое большое сожаление, нет останков животных, живших в то время. Но технологически это совершенно не повторяющиеся более последующие эпохи каменные изделия. Затем у нас есть ряд изделий, которые тоже относятся к очень древнему периоду, среднему палеолиту, скажем так, и времени, когда человек, так сказать, находился в той стадии, которая, можно сказать, детство человечества, но эти памятники так называемой алалайской и кызылшинской культуры пока находятся на стадии расследования, поэтому таких серьезных каких-то таких построений на их базе не делается. Если взять эту эпоху палеолита, то лучшими памятниками того времени являются изделия позднего палеолита. Позднее это не значит, что это как-то качеством хуже или что-то, это просто, так сказать, исторический период. Представьте себе, что эти люди жили в эпоху то, что называют ледниковым периодом. Ледниковый период нельзя себе представлять, что это как унылая зима, все засыпано снегом, сплошная тоска, ничего подобного. Там, значит, в это время, скажем так, зимний период был несколько больше. Понятие лета существовало, оно было холодным, коротким, может быть, но общая температура зимнего периода была намного мягче нашей, современной. И кроме того, огромное количество животных, ныне вымерших, так сказать, составляло фауну этого периода. Посмотрите сами, великан-мамонт, огромный носорог, огромные быки дикие лошади, антилопы и прочее, до вполне похожих на современные зайцев, песцов, разного рода других мелких животных, но запомните одно, это время отсутствия леса. Вы представьте нашу землю, которая вся практически закрыта, кроме крайнего севера, лесом,
не имеет ни одного дерева. Но деревья тогда росли, тоненькие, хилые, как ручка от лопаты примерно, вот так сказать, толщиной, но они росли по долинам рек. А более возвышенные места, они были, так сказать, покрыты обильным кустарником, очень мощной травой. Вот. Все это представляло очень богатую вот эту базу, которыми, значит, питались древние животные. Древние животные, травоядные в основном, да. И вот это изобилие, конечно, привлекало древнего человека. Ну, это, скажем, лет от 40 тысяч лет назад до исчезновения ледникового периода. Ну, не скажу, что рай земной, но было очень неплохое такое, скажем, экологическое положение, обильная пища, минимум людей. Ну, и человек того времени имел уже роскошный, можно сказать так, каменный инвентарь. В каком количестве? И в количественном, и качественном. Вот. И вот этот период, да, продолжался до самого таяния ледника, то есть примерно, ну, ледник начал потихоньку таять с 13 тысяч лет назад, и это прекратилось примерно, ну, скажем так, 10 тысяч, да. А 9 тысяч лет назад был, значит, климатический оптимум. Что это обозначает? Это обозначает то, что это было самое теплое время. Вот представьте себе, если вы сейчас поедете в Булун, ну, Булун, надеюсь, все знают, где это находится, да? Там росли мощные деревья. Устье, где Лена впадает в море, было покрыто мощным лесом. Сейчас там ничего нет. Там, значит, тундра, хилый лес, который называют лесотундрой и так далее. Очень довольно приличное количество. Километров 250-300 надо ехать, чтобы доехать до настоящего леса в южную сторону. Примерно была такая обстановка. Вот это эпоха палеолита. Затем, вы сами понимаете, человек охотился. Вот. Имел он к тому времени огонь. Имел одежду меховую. Так, как я уже сказал, орудие. Очень большой набор различных изделий. Обрабатывать и кости, и мясо, и все что угодно. И постепенно, конечно, появились орудия, которыми он изготавливал даже, скажем, скульптуры, бусы и прочие остальные вещи, которые использовали не в то время. Вот. Это эпоха палеолита. Примерно, вот, как я уже сказал, после 13 тысяч лет назад начинается глобальное потепление, которое называется у нас технологически мезолитом, вот, то есть средней эпохой. В это время начинается наступление леса. Да, ну, все постепенно, конечно, вот, но зато потом переходит, как я уже сказал, все границы, и лес доходит, ну, такой солидный в диаметре до берега моря, И в этой среде появляется новое население. Это население уже, мы скажем, не знаю, какое оно по счету, но хорошо исследованное мезолитическое население, которое, так сказать, уже использовали дары другого климата. Мамонтовая фауна от потепления исчезает, вот, погибает. Остаются какие-то жалкие реликты там по окраинам и так далее. Вот. Постепенно эту нишу занимает современная фауна и, соответственно, ну, флора. Вот. Ну, что сказать, что там другого? Вы понимаете, что самым крупным животным становится лось. На севере самым крупным животным становится северный олень, ну, медведь. Хищники они были всегда. А самая инновация такая, да, появляется очень много водоемов. В тайне, поэтому, естественно, появляются вот эти тысячи озер. Реки становятся полноводными, очень мощными, да. Появляются у Лены новые притоки. Но основные старые реки,
исключая притоки Лены. Вы не забывайте, что Вилюй и Алдан это притоки Лены, это не самостоятельные реки. А даже если намного меньше, там будет река какая-нибудь, ну скажем там Анабар, да, она самостоятельная река, она так и существовала. Вот. Но тут появляется вот это все изобилие в виде крылатых. Да, появляется огромное количество гусей, уток, появляются деревья, появляется боровая дичь, глухари, тетерева, рябчики, да что хотите, да. Вот. И, конечно, мелкие птички, которые сейчас вот везде поют, как говорится, и прыгают. Вот вся вот эта красота, она появляется именно в это время. До этого времени считается, что, например, над ледяной степью, так сказать, печально летала только полярная сова и ворон, наверное. А ввиду отсутствия деревьев, ввиду невозможности гнездиться, то у других птиц был самый минимум какой-то там. Вот. И человек изобретает в это время, люди в это время, так сказать, заселяют весь земной шар. Если мы возьмем эпоху мезолита, то это так называемая сумнагинская культура. Она занимает всю Якутию. Тот самый дальний берег Ледовитого океана, который утонул и сейчас превратился в группу островов, ну, Новосибирские острова, да, Медвежьи острова, и там их большое количество. И вот самые крайние следы человека на север – это остров Жохова, архипелаг Делонга. И вот это состояние вот, того, что фауна измельчала, человек изобретает новое средство. Это страшное оружие того времени, это лук со стрелами. Вы сами представляете, что такое лук со стрелами. Ну, образно можно сказать, это пулемет древности. Вот. Если человек палеолита только кидал копья, а тут, значит, любой, даже физически слабый человек уже может на расстоянии, ну, сказать, если удастся ему положить любых богатырей. Так, лук страшная штука, до сих пор находится на вооружении. Вот. И, естественно, человек стал охотиться на более быстрых, летучих. И самое главное, инновация того времени, это новые, так сказать, прибавка к еде, это рыба. До этого у нас нет рыболовных этих, так сказать, снастей. А именно с эпохи мезолита у нас появляется грузило сетей. Это показывает, что он плел какие-то сети, растительные, конечно. Вот. Далее гарпуны в разнообразии появляются, большие, маленькие, тяжелые, легкие, всякие разные. Все по видам рыб сделано. Вот. Это значит, примерно таким образом в то время была заселена практически вся территория Якутии. Человек на территории Якутии появился в каменном веке. К концу эпохи камня, вот, где-то примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры человек освоил металл. Кстати, в археологии каждый период более ближе по времени к нам, он более короче, быстрее. Вот. То есть, так сказать, развитие цивилизации все быстрее. Был очень коротенький бронзовый век. Он у нас очень насыщенный, очень неплохой. Теперь выявлено 3 значит, отдельных очага возникновения бронзы. Затем бронзовый век где-то на рубеже, где-то 500 лет до нашей эры вступает в железный век. Вот. Железный век, естественно, тоже коротко всего занимает где-то около 1000 лет. И самое интересное, вот именно современное население появляется в эпоху раннего железа. Это первые тюрки, это первые тунгусоязычные люди. Ну, конечно, где-то оставались, значит, и люди автохтонные, то есть жившие здесь с каменного века. Вот, вот эта история, она настолько убыстрилась, что за какие-то там несколько сотен лет начали развиваться наши, так сказать, и
появление общего населения и разветвление по разного рода племенам, родам. Если вы спросите о ранней якутской культуре, то его следы начинают прослеживаться примерно с 10-11 веков. Вот. Тут появляется так называемая кулунатакская культура, которая принесла на территорию Якутии, так сказать, первую скотоводческую культуру. Это лошади, это крупнорогатый скот. Возможно, на раннем этапе были бараны, овцы. Возможно, были верблюды, потому что они есть в якутском языке. Сейчас этих животных нет. Но, может быть, просто передались эти слова от древних, от наших предков, которые говорили на тюркском языке. Вот. А сложение якутского народа, оно произошло здесь, на Средней Лени. Да, процесс длительный. Примерно культура развивалась по 16 век. Вот. И за это время постепенно кулунатакская культура сложилась в древнеякутскую культуру. Вот. И как раз тут можно сказать и одежда, которая была принесена с юга, она, так сказать, взяв местные какие-то элементы, превратилась в якутские национальную одежду. Далее архитектура стабильная появилась, которая могут специалисты сказать: о, это якутская изба, балаган, это ураса якутская и так далее, летнее, зимнее жилище. Комплекс животноводческий, который тоже достаточно сложный и имеет какие-то ответвления и так далее. А также типы хозяйств. Якутия очень большая, вы знаете, у нас Южная Якутия, Центральная Якутия, Северная Якутия. Естественно, там свои виды хозяйств, свои, так сказать, какие-то обычаи. Это уже мы можем уйти и в эпос и так далее. Там все это отражено очень сильно. Вот. И имеет свои корни. Самое, тут надо отметить, что больше всего вот тип жизни, тип хозяйства, он отпечаток на человека вот именно откладывает. И все такое остальное, так сказать, периферийное, оно как бы оно есть у всех, да, и какие-то вот именно такие изменения происходят. Да, во всем даже если кулинарию возьмите, то же самое такая вещь будет, да, приготовление пищи и так далее. 17 век. 17 века якутское население, да, вот, так сказать, уходит, да, в состав московского государства. Появляется, значит, вначале землепроходцы, за ними торговля, потом уже устанавливается воеводская власть. Она распространяется по типу и подобию, как было в русском государстве. Вот. Ага. Конечно, были военные столкновения в большом количестве, это никто даром ничего не отдает, но постепенно, так сказать, ввиду малочисленности населения и, в общем-то, наверное, гибели лидеров в самое первое время, это постепенно вопросы были, так сказать, исчерпаны. А далее очень-то умная политика царизма, да, в том, чтобы это же не та политика, которая шла на истребление местного населения, она шла на использование местного населения. Да. Руководство, так сказать, областью до определенного уровня было оставлено все якутское. Да, свое феодальное. Вот. И никого уже, значит, где-то через 10 лет после того, как пришли первые поселенцы, никого не трогали. Этих людей привлекли, они получили соответствующие чины и звания. И, значит, просто так это было такое вот плавное очень вхождение, которое устраивало обе стороны. Устраивало обе стороны. И постепенно, значит, при таком государственном приоритете Москвы все-таки установилась, значит, та самая система связей, которая устраивала, еще раз говорю, обе стороны, и поэтому люди как-то пришли к консенсусу, так скажем, да.
Теперь, скажем, конечно, взаимовлияние огромное. Огромное взаимовлияние. Вот. И поэтому оно было во всех областях, так сказать, жизни человека. Не считая просто, да, скажем, якуты никогда не были бродячий народ. Они народ оседлый. Летняя и, так сказать, зимние способы хозяйства, они, в принципе, сильно не отличаются от жизни, да, так сказать, классических скотоводов, которые жили вполне оседло. Да, у нас, мы же не кочевой народ, да, а то, что, так скажем, было летнее пастбище и зимний отстой скота, это, в принципе, по времени и по длине оно походит на жизнь обычного, так сказать, русского населения, которое жило довольно тоже холодном климате, где, так сказать, посевная и прочее, они были коротенький летний период, и дальше шло там другие, масса других видов работы и так далее. И вот это, так сказать, без такого удара, что ли, психологического для населения, оно обошлось довольно мягко, потому что, скажем, если кочевник постоянный круглогодичный, он, конечно, очень страдает, если его посадить на оседлый образ жизни. А здесь, в принципе, сезонное ведение хозяйства, оно, так сказать, совпало, удивительно совпало, и поэтому больших проблем там не было. Да. И это, конечно, давление и климата, и общие, да, вот эти циклы животноводства и так далее, они несколько совпадающие с работой вот этой посевной, полевой работы земледельцев. Да.